Советский писатель Константин Симонов, часто бывавший у Дмитрия Гуля, говорил: «Этот дом, более удобный для гостей, чем для хозяев, стал для меня дверью в Абхазию». В этот день дом основоположника абхазской литературы, расположенный в центре столицы, вновь был полон гостей, являющихся одновременно и хозяевами. Это потомки и однофамильцы патриарха абхазской литературы собрались по приглашению дирекции Дома-музея. По мнению Светланы Корсая, директора Дома-музея Дмитрия Гуля, данное мероприятие должно стать значимой вехой в истории сохранения литературного наследия нашей республики, и в будущем она надеется, что подобные встречи станут хорошей традицией. Я очень рада, что нам удалось сегодня здесь собраться именно вот в таком формате, потому что об этом проекте мы говорили давно. Вы знаете прекрасно, что вот есть музеи, где это практикуется. Вот лично я сама как-то присутствовала, вот, где собирались потомки Алексея Толстого. Это очень интересно. Они приезжали из разных стран, и Америки, и Западной Европы и так далее. Это очень интересно, потому что они, во-первых, сами видятся друг с другом, общаются, и потом что-то всегда полезное, что это все-таки это историческое. Вот я думаю, что это тоже сегодняшняя наша встреча тоже имеет исторический Одна из главных характер. идей встречи, по словам организаторов, сохранение истории жизни и творчества Дмитрия Гуля, которая передается из поколения в поколение потомками писателя. Вот как сказали, Алексея Толстого потомки собираются со всего мира, встречаются. И причем эта идея у них тоже зародилась не так давно, в 2000 году. Вот. И мы бы хотели также объединить весь род Гуля, потому что не всякий род может гордиться тем, что есть такой предок. Да? И сегодня этот характер хотелось бы, чтобы нес такой маршруты выстроить, какие у нас будут встречи и планы, какие у нас будут. Вот. И просто определить, как будет это происходить раз в 2 года у Толстых, раз в 3 года, как это вот мы уже тут Родственники обговорили. писателя с радостью поддержали инициативу. К сожалению, не все смогли приехать на встречу. Праправнучки Дмитрия Гуля, проживающие в Париже и Варшаве, прислали видеоприветствия, в которых они выразили свою поддержку и теплые слова о знаменитом предке. Очень благодарна музею за сохранение памяти о нем, за сохранение его наследия. Он был действительно первопроходцем во многом, зачинателем очень многого важного в абхазской культуре. И его иногда называют просветителем. И мне, кстати, очень нравится это определение. Я знаю, что Дмитрий Гуля ценил и понимал важность того, что такое свобода, важность того, что такое мир. И я очень надеюсь, что наша семья, которая сейчас разбросана по всему миру, будет достойно представлять эти ценности, достойно представлять... Основоположник абхазской литературы, просветитель, ученый, лингвист Дмитрий Гуля родился 150 лет назад, 21 февраля 1874 года. В честь юбилейной даты весь 2024 год в республике объявлен годом Гуля. Заур Кварча, Рамо Канке, Абхазское телевидение.